Думаете, вы хорошо водите машину? Представьте, что на работе от вас требуется безупречно выполнять такие маневры. Это гораздо больше, чем просто контраварийное вождение. Здесь это называют защитным вождением, у которого только одна задача. Как можно быстрее вывести пассажира из опасной зоны, зоны поражения, можно сказать, безопасное место. Все агенты и офицеры секретной службы проходят 5-дневный курс вождения на этом 550-метровом треке. Но даже этого недостаточно, чтобы сесть за руль президентского лимузина, который называют «Кадиллак номер 1» или «Зверь». Чтобы водить этот 9-тонный бронированный автомобиль, потребуется дополнительная подготовка. Еще более сложным считается курс вождения мотоциклов, которые сопровождают кортеж в хорошую погоду. Он тяжелый, почти 400 килограмм, а колес всего 2. Однако на нем учат выделывать вещи, которые вы даже представить себе не можете. Но это не единственные двухколесные машины секретной службы. Агенты и офицеры должны уметь водить вездеходы и даже электрические гольф-мобили. А кроме «Зверя» существует еще президентский автобус, сухопутный борт номер 1. Поскольку в разных странах по-разному оформляется край тротуара, на тренировочной площадке сделаны 2 типа бордюров, чтобы водители внедорожников учились правильно их преодолевать. Обучение водителей секретной службы началось только в 1970 году. С тех пор машины стали сложнее, и это отразилось на программе. В прошлом году мы учили так называемому пороговому торможению. Если машина не оборудована антиблокировочной системой, тормозить надо так, чтобы колеса были на грани блокировки. Машины стали совершеннее, и некоторые элементы оказались изъяты из программы, например, связанные с устойчивостью или сцеплением шин на влажной дороге. Обучению вождения по пересеченной местности частично проходит в классе. Подготовка отдельных событий требует долгих репетиций, например, инаугурации президента, во время которой лимузин едет медленнее, чем обычно, что является дополнительным фактором риска. Секретная служба охраняет не только президента и вице-президента и членов их семей, но также бывших президентов и их жен, а также находящихся с визитом иностранных лидеров и основных кандидатов на президентских выборах.